Всем привет, это телеканал «Нога», меня зовут Евгений Титов, наш главный герой сегодня Игорь Каляпин, известный правозащитник. Ну а говорим мы про главу Чечни Рамзана Кадырова, потому что он на этой неделе по-прежнему был в топе новостей. На этот раз он разместил в Инстаграме видео, где бывший премьер-министр России и ныне руководитель партии «Парнас» Михаил Касьянов оказался в прицеле снайперской винтовки. И вообще нынешняя волна чеченского агитпропа поднялась еще раньше, я так чуть-чуть предысторию напомню. Началось все с высказывания о внесистемной позиции, как о врагах народа, которые, значит, пытаются нажиться на сложной экономической ситуации в России. Потом красноярский депутат Сенченко наехал на Рамзана, потом извинился. Потом была овчарка Тарзан, вот эти все угрозы журналистам, флешмоб «Кадыров – позор России», ответка «Кадыров – патриот России» и в итоге Грозненский митинг как кульминация. Игорь Каляпин много лет проработал в Чечне как правозащитник. Он сейчас у нас на связи. Игорь, у меня есть такое ощущение, что вообще все эти новости про Кадырова связаны с приближением выборов. Да? Потому что сейчас жесткое такое психологическое и силовое подавление оппозиции перед выборами Путину выгодно. Нет ли у вас мысли, что Кадырова просто попросили помочь в Кремле накануне выборов? Вы знаете, я не хочу гадать, попросили Кадырова или нет. Кадыров, по-моему, сам с удовольствием исполняет роль такого политического шоумена. Ну, а то, что жанр его шоу всегда в таком стиле милитари происходит, это вот такой Кадыров, он больше ничего не умеет. Далее, дорогие друзья, небольшая биографическая справка на нашего главного героя. Игорь Каляпин, 49 лет. Окончил Горьковский политехнический институт, радиофизический факультет. Работал в Горьковском научном центре Академии наук СССР. В 1989-м стал одним из учредителей Нижегородского общества прав человека. В 2000-м создал и возглавил общественную организацию «Комитет против пыток». Расследовал похищение и пытки на территории Чечни. За опубликование информации о Чечне против Каляпина трижды пытались возбудить уголовное дело. В декабре 2014 года он обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет по поводу высказывания Кадырова об ответственности родственников за действия боевиков. Вскоре офис его организации в Грозном был сожжен. Член президентского совета по правам человека. После признания Комитета против пыток иностранным агентом открыл новую организацию – Комитет по предотвращению пыток. Игорь, скажите, пожалуйста, можно ли в Чечне реально эффективно помочь человеку, который решил пойти официальным путем и заявил о пытках? Я почему спрашиваю? Давайте вспомним, был Ислам Умар Пашаев, который был похищен, был подвергнут страшным пыткам, который не побоялся, скажем так, попытаться разобраться с чеченскими силовиками по закону. Вот в таком состоянии была его спина. Он открыто рассказал о произошедшем, был вынужден уехать из Чечни. Что с Исламом Умар-Пашаевым сейчас? То есть в итоге помогло ли ему вот это ваше вмешательство? Ну, смотрите, Евгений, я сразу хочу уточнить, что мы работаем для того, чтобы установить конкретных преступников, которые совершили преступление, и привлечь их к уголовной ответственности. То есть, вот если с этой точки зрения рассуждать, ни одно из более чем 30 дел, которыми мы занимались в Чечне, не закончилось осуждением конкретных виновных. Да, были установлены у нас и российские военные, которые совершали в период второй кампании тяжкие военные преступления. Были и кадыровцы, вина которых, на мой взгляд, вполне доказана. Но ни один к ответственности не привлечен. Что касается потерпевших, что касается людей, которые к нам обращались, мы, естественно, с момента написания нам заявления считаем, что мы отвечаем за безопасность этих людей и в меру своих слабых сил обеспечиваем эту безопасность. Если говорить об Умар-Пашаеве, вся семья Умар-Пашаевых, 9 человек, была вывезена в другой регион России. Вот, достаточно долго они жили тут 3 года в Нижнем Новгороде у нас. Сейчас почти вся семья находится за рубежом. Уголовное дело
по факту похищения Умара Пашаева расследуется до сих пор. То есть до сих пор как бы точка так и не поставлена в этом деле? Точка не поставлена, точно так же, как и в остальных вот 30 там с небольшим, 32, насколько я помню, делах по похищениям людей, которыми мы занимались. Точка не поставлена ни в одном деле. Все эти дела Следственный комитет пытается через какое-то время приостановить, то есть фактически прекратить по ним работу. Мы каждый раз обращаем внимание на то, что они не выполнили там такие-то конкретные следственные действия, а следовательно дело не может быть прекращено. Суд с нами соглашается, хочу обратить ваше внимание. Именно благодаря суду в Чечне мы каждый раз добиваемся признания незаконного бездействия сотрудников Следственного комитета. Подождите, да? Значит, все не так плохо, в общем, как рисуют, может быть, некоторые СМИ? Ну, что значит неплохо? Повторяю, ни один человек, ни один преступник, а речь идет исключительно о должностных лицах, о сотрудниках силовых структур Чеченской Республики, которые совершают похищение людей, которыми похищены совершенно конкретные люди, и никто из них, кроме вот Умара Пашаева, к сожалению, нами не был освобожден живым, ни один из этих людей не привлечен к уголовной ответственности. Они продолжают служить в этих, язык не поворачивается сказать, правоохранительных органов, правильно сказать, кадыровских силовых структурах. С этой точки зрения наша работа в Чечне результата не дала. Ну, по крайней мере, заметного результата. Ну, конечно, да, людей мы защитили. Все, кто к нам обращался, они все сейчас находятся в безопасности. Многие получили компенсации по решениям Европейского суда по правам человека. С этой точки зрения, ну да, наверное, люди как-то смогли, мы их вылечили, тех, кто нуждался в лечении, потому что у некоторых были серьезные проблемы со здоровьем после того, что им пришлось пережить. Вот такая ситуация. То есть тут однозначного ответа, к сожалению, нельзя дать. Вот буквально новость сегодняшнего дня я прочел на News.ru.com. Десятки уроженцев Чечни пытались штурмом взять дом на Андреево-Забелинской улице в Москве. И противостояние с охраной этого дома закончилось активной стрельбой. Порядка 10 человек пострадало. Участников стычки забрали в УВД Богородское. Там возбуждено уголовное дело по статье 222. Незаконное хранение оружия, 213 хулиганства. И вот выяснилось, что руководят этой чеченской группой трое братьев, один из которых каким-то непонятным образом из отдела полиции исчез. Утром отпустили всех остальных. То есть я хочу сказать о том, что существуют группировки, состоящие из жителей Чечни, которые решают какие-то хозяйственные вопросы за пределами Чечни, какие-то хозяйственные споры. Я думаю, во многих городах такие группы есть. И если вместо хозяйственного вопроса им предложить решить вопрос, например, политический, я уверен, они тоже справятся. Я почему спрашиваю, Игорь, Рамзан Кадыров называл вашу фамилию в связи с тем, что осуществлялось финансирование боевиков. Да, он сказал, некий Каляпин там участвовал в финансировании. Вы сейчас опасаетесь за свою жизнь, за свое здоровье и получаете ли вы угрозы? Расскажите, пожалуйста. Ну, не более чем в 1995 году, не более чем в 2000 году, не более чем год назад или два. Я не думаю, что вот эти истерики, которые сейчас закатывает Рамзан Кадыров, они вообще имеют какое-то содержание. Это шоу. Собственно, точно так же, как этот митинг, точно так же, как все вот эти эпатажные заявления Кадырова, это способ привлечь внимание, это способ вызвать такое ощущение, что вот в Чечне есть некий потенциал, который лично принадлежит Кадырову, которого нет ни в каком другом регионе. Я даже затрудняюсь сказать, на кого больше направлена эта пропаганда. Может быть, даже не столько на нас с вами, сколько на президента Путина. Что касается угроз, ну, да, какие-то угрозы там люди высказывают, пишут какие-то там идиотские послания мне и в соцсетях, и в телефон. Ну, вы знаете,
Мы работаем не только в Чечне, мы работаем в разных регионах России, в 6 регионах. Мы занимаемся проблемой пыток, и в отличие от Чечни, в других регионах наша работа заканчивается, ну так грубо скажем, посадкой совершенно конкретных полицейских, причем они отправляются в тюрьму, как правило, надолго, и угрозы-то нам и в других регионах высказывают, у нас работа с этим связана, и никто из нас не заблуждается по поводу своей безопасности, у нас небезопасная работа изначально. Вот. И я не думаю, что угроза из Чечни больше, чем угроза из Оренбурга. А между тем, дорогие друзья, напомню вам, что работает телефон прямого эфира в России 8 938 52 07 072. Можно позвонить по скайпу, можно отписаться в чате. Сегодня нашу программу модерирует Юрий Диринч. Юра у нас на связи, как всегда, в таком аудио-варианте. Юра, привет! Привет всем. Скажи, пожалуйста, вообще в Латвии вот у вас знают про Рамзана Кадырова? И вообще у вас там эти чеченские группировки присутствуют? В Риге, например? Не, я не думаю, что так серьезно, чтобы можно было говорить, что здесь группировки, тем более чеченские. То, что чеченская диаспора, но только благодаря средствам массовой информации мы знаем, что существует в Латвии чеченская диаспора. Но никаких таких страшных слухов я никогда в жизни не слышал, за исключением только иногда раньше появлялась информация о нашем одном бизнесмене. Как его зовут? Абдул Салимов, его фамилия, даже кажется, я уже вот и забыл. Он просто бизнесмен, он появился на нашем латвийском просторе благодаря тому, что когда-то кого-то спас из чеченского плена из латвийцев. Не помню даже толком, кто это были. То ли это были какие-то работники, строители там какие-то, или может это были журналисты. Вот и все, вот и вся история про чеченцев латвийских. Угу. Ну хорошо, продолжай наблюдать за чатом. Я тебе выражаю глубокую признательность за то, что каждый раз мне помогаешь. Будем на связи, позвоню попозже, или ты звони. Хорошо. Давай, жму руку, давай. Игорь, я хотел спросить про митинги, которые окрестили кадырингами. Да? Вот в Грозном прошел колоссальный митинг в поддержку Рамзана. Давайте сейчас посмотрим, как это происходило, и поговорим про это. Ну вот, судя по картинке, вообще в масштабах России митинг достаточно массовый. Но насколько, по-вашему, эта картинка отражает реальное положение дел в Чечне? То есть какой процент населения Чечни в действительности поддерживает Рамзана Кадырова? Это ко мне вопрос? Ну, конечно. Знаете, опять, здесь все немножко сложнее. Здесь очень важно уточнить, в чем поддерживает. Дело в том, что Рамзан Кадыров, организуя вот этот митинг, он довольно изящно, на мой взгляд, перевел вопрос в национальную плоскость, в плоскость национального вопроса. У него это получилось. То есть, смотрите, вот если мы всю эту историю рассмотрим с самого начала, то есть произошло что? Рамзан Кадыров публично, используя средства массовой информации, используя свое должностное положение, нахамил, допустил при этом грубое нарушение Конституции, более того, в общем, перечеркнул по большому счету все то, что время от времени повторяет Путин о необходимости развития политической системы, о необходимости образования каких-то новых политических партий влиятельных там, и так далее. Да? То есть Рамзан Кадыров сказал, что вся несистемная оппозиция – это враги народа, что с ними к ним нужно соответственно относиться, что нужно предъявлять спрос, отдавать под суд, там, ну и так далее, и так далее. Вот. И потом на все какие-то возражения, которые достаточно корректно, на мой взгляд, ну, по крайней мере, в рамках закона,
прозвучали из разных мест, Кадыров постоянно поднимал вот этот градус истерики, полемики. И в конце концов чеченцам было объявлено, что вот смотрите, на Кадырова наезжают. На Кадырова наезжают как на чеченца, на Кадырова наезжают как на главу региона. Это там кто-то пытается Третью Чеченскую войну развязать таким образом. И нужно понимать, что огромное количество людей, которые сейчас живут в Чечне, они совершенно далеки от политики, как и большинство, собственно, вообще жителей России. Они совершенно не следят за тем, что там говорит Венедиктов по эху Москвы, что говорит Яшин. Я думаю, что для чеченцев, для большинства это вообще была незнакомая фамилия. Вот. Да и про Каляпина, несмотря на то, что там наша группа постоянно находится в Чечне и занимается вот этими там громкими достаточно делами, я думаю, что тоже большинство чеченцев понятия не имеют, кто я такой. И вдруг, да, им говорят, что вот там вот какие-то вот эти вот там вот Пекинес Каляпа там и еще там какие-то, значит, нехорошие люди, они пытаются расшатать ситуацию, они пытаются сделать так, чтобы в Чечне началась война. Люди только вкус мирной жизни начали чувствовать. Да, люди связывают именно с именем Кадырова вот эту так называемую стабильность, которая наступила. Люди живут хоть и не богато, то есть не надо смотреть на дворцы и фонтаны, которые там в центре Грозного. То есть люди-то тем не менее живут не слишком хорошо в Чечне. Но тем не менее это мир, тем не менее это мирный город, тем не менее это красивый центр. Это ремонт дорог, это стабильность, это отсутствие стрельбы, ну и так далее. Люди это ценят. И люди это связывают с Кадыровым. И когда им говорят, что там кто-то, неважно зачем и почему, кто-то пытается опять тут какую-то войну развязать, кто-то пытается в чем-то обвинять чеченцев, многие этим действительно искренне возмущаются. Это правда. И Кадыров здесь достаточно, на мой взгляд, выгодно сыграл. Да, многие люди, которые пришли на этот митинг, они Кадырова поддерживали искренне. Это правда. И это нужно признать. Другое дело, что митинг в значительной степени был организован с использованием административного ресурса. Все вот эти вот плакаты и лозунги, которые мы там видим, это, извините, это не голос чеченского народа. Это не творчество чеченцев, это авторство господина Умарова, там, министра национальной политики. Да, то есть это его нужно спрашивать за те тексты, которые там были написаны. Вот. А вовсе не от чеченцев, большинство из которых, еще раз говорю, то есть вообще не знали, кто такие там Яшин, Каляпин, да и я не знаю, там «Эхо Москвы», по-моему, в Чечне тоже не работает, и вряд ли большинство знает, кто такой Венедиктов. Им нарисовали определенную картинку, им рассказали определенную историю, что вот есть какие-то люди, которые, они против Путина, ну, а следовательно, вне той категории людей, которые могут пользоваться защитой закона. Да? Чеченцы прекрасно понимают, что у нас те, кто не во власти, не при власти, да, то есть с ними можно делать там все, что угодно. Но при этом эти люди наехали на Кадырова. При этом им объявляют, чеченцам, я имею в виду, объявляют выходной день бюджетникам и говорят, что нужно прийти на митинг и вот с этими плакатами постоять. Кто-то добровольно пришел, кто-то не совсем добровольно, кто-то, может, Кадырова и поддерживает, но был бы это выходной день, безусловно, он бы на этот митинг не пошел. Ну вот так вот и собрали эту толпу, которая там, кстати, была далеко не миллион, совершенно очевидно, но, ну, наверное, пара сотен тысяч там действительно была. Вот мы уже сегодня говорили про группу кадыровцев, которая в Москве пыталась осуществить захват здания. Но группа кадыровцев, мне кажется, такое словосочетание уже даже не всероссийское, а международное. Я к тому, что враги у Кадырова сейчас есть с некоторых пор и за границей. Но я не думаю, что в список этих врагов попадет французский журналист Поль Морейра,
На неделе французский Канал Плюс показал фильм Морейры «Украина. Маски революции». И мне было интересно, что об этой документальной картине думают в самой Франции, потому что фильм такой, ну скажем так, неожиданный для Европы, потому что Майдан представлен как восстание двух фашистских батальонов против русских в Украине, ну и так далее. Вот свою точку зрения, об этой картине нам высказала специалист французского центра российских, восточноевропейских и кавказских исследований, социолог французской высшей школы социальных исследований Анна Колин-Лебедева. Минуты 3 и снова в эфире с Игорем Каляпиным. Поехали. Насколько, по вашему мнению, точно переданы факты? На самом деле это и первое, и самое главное, что удивило тех зрителей, которые смотрели этот фильм, особенно тех, которые что-то понимают, да, в этом конфликте в Украине, насколько в этом фильме много не только неточностей, но и умалчиваемых моментов, очень важных, искажений, совершенно ложной информации. Когда он говорит о батальоне «Азов», как об одном из тех движений, которые удивили его на Майдане, когда он увидел картинки батальона на каналах YouTube и в телевидении, и увидел, что вот одна из действующих сил на Майдане был батальон «Азов». А, собственно, «Азов» был создан после окончания Майдана и протестов, он был создан уже весной 2014 года. Другой момент, например, как бы один из главных персонажей его фильма – это Игорь Мосейчук. Игорь Мосейчук, который тоже как бы состоит близок к батальону «Азов», состоял в радикальной партии Олега Ляшко. Он говорит, что Мосейчук был одним из лидеров революции Майдана, а, собственно, Мосейчук в этот момент был в тюрьме в момент революции Майдана и был выпущен уже после революции. Замечательный ребеночек какой-то ходит, да? Да, ребеночек ходит, сейчас мы ребеночка в секунду. Он не мешает, нормально. Как его зовут? Его зовут Наум. Наум, пожалуйста, я сейчас записываю, поэтому иди в свою комнату. Наум, скоро освободимся. Привет от телеканала «Нога». Да-да, вот какие еще факты вы могли бы назвать среди неточностей допущенных? Да, конечно. Центром исследования Морейры является трагедия в Одессе, да, погибшая в доме профсоюзов. И как бы он изначально интерпретирует эту трагедию как убийство русского населения Одессы неонацистскими военными группировками, что, собственно, показывает его невнимание ко всем расследованиям, которые проводились по поводу этого дела, невнимание к местным экспертам, экспертам разных политических взглядов, которые не раз говорили на очень как бы сложную комбинацию, да, и ход событий, который привел к этой трагедии в Доме профсоюзов. И потом, конечно, Морейра делает ошибку, которая очень типична для европейцев, которые не понимают украинского контекста, квалифицирует эту войну как конфликт между русскими и украинцами в Украине. То есть он объясняет, что в Украине живут русские и живут украинцы, и, собственно, украинцы пошли убивать русских, потому что они были русскими в Одессе в этот день. То есть он даже не доходит до разделения между русскоязычными и украиноязычными, а говорит именно о русских и украинцах. Анна, Поль Морейра, насколько он весом в журналистском сообществе Франции? Насколько его вообще знают во Франции? В принципе, Поль Морейра довольно известный журналист. И это то, что удивило в момент, когда вышел этот документальный фильм, поскольку у него есть определенное такое прошлое серьезных расследований на различные темы, и французские, и международные. То есть, да, это журналист с репутацией. И именно поэтому было такое внимание и доверие от телеканала «Канал Плюс», который пустил картину в эфир, насколько я понимаю, с довольно ограниченным контролем над ее содержанием. Скажите, пожалуйста, какова была реакция обычных французов? Они поняли, что в данном случае под видом журналистики преподносится пропаганда? Или действительно все это приняли за чистую монету?
На самом деле, обычному французу трудно было понять, что он видит на экране, поскольку картинка составлена красочно, картинка составлена как бы привлекательно для зрителей, и когда не знаешь контекста, оно звучит довольно-таки убедительно. Поэтому, если бы не было комментариев и реакций со стороны сообщества и со стороны экспертов и журналистов, то, в принципе, никто бы даже и не придрался к этому фильму Морейры. То есть, на самом деле, все сомнения возникли от того, что в основном все корреспонденты, которые работают в Украине, сразу начали очень так активно критиковать и высказывать свои сомнения по поводу этого фильма. Это телеканал «Нога». Меня зовут Евгений Титов. На прямой связи председатель комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Игорь, вы вот этот фильм смотрели «Украина. Маски революции»? Я его посмотрел буквально только сегодня утром. Ваше мнение интересное. Вы знаете, мне сложно говорить о том, насколько он достоверный, потому что я сам эти события наблюдал только через интернет, то, что происходило там на Майдане, на Грушевского. Но то, что у автора фильма, очевидно, присутствует некая позиция, да, изначально, то есть то, что это не объективное исследование, это понятно. Это, конечно, это не агитка в стиле Киселева, но понятно, что факты подбирались уже под определенную позицию. Это видно. А вообще, вы как-то общаетесь с украинскими коллегами? И мне интересно, как в Украине обстоит дело с пытками в полиции на этот счет. К сожалению, в последнее время мало, хотя наши сотрудники были в Украине, были и перед Майданом, были после Майдана, и принимали участие там в миссии, которая была организована именно с целью получения информации о применении пыток, но мы вопрос больше изучали в Восточной Украине. Нам было интересно понять, что происходит там. Вообще, я вам должен сказать, что я нисколько не сомневаюсь в том, что пытки, безусловно, применяются, причем применяются в том числе и в Украине, в том числе и на тех территориях, где не проводится КТО. Пытки – это вообще зараза, болезнь, которой любое общество больно в той или иной степени. Я не знаю ни одной благополучной самой европейской страны, которая была полностью свободна от этой проблемы. И, конечно, если страна воюет, конечно, если в стране происходят какие-то столкновения боевые, да, пусть в формате гражданской войны и так далее, естественно, что уровень насилия возрастает, и, соответственно, он возрастает и в тех секторах, за которые отвечает государство. То есть это насилие, которое вот квалифицируется как пытки. Нисколько не сомневаюсь, что проблема пыток в Украине есть. Другое дело, вопрос ведь не в том, есть пытки или нет. Вопрос в том, как к этому относится общество и власть. Насколько я слышал, украинские власти несколько раз назначали какие-то расследования по сообщениям о применении пыток, в частности, вот на территориях, где проводилась контртеррористическая операция. Я, к сожалению, не знаю, был ли результат какой-то у таких расследований. Ну, надеюсь, что он будет. По крайней мере, то, что украинские власти декларируют, то, что они собираются с этим разбираться и не собираются списывать это все на войну, как у нас, к сожалению, вот с чеченскими компаниями это произошло в России. То есть это уже хорошо. То есть, по крайней мере, вот такая вот декларация со стороны украинской власти существует. Ну и декларации, конечно, европейских ценностей, о которых сегодня говорит Украина. Но сейчас упоминался там Игорь Мосейчук, я подумал, что
надо напомнить, это тот самый человек, который расстрелял портрет Рамзана Кадырова. Вот они оба совершают такие неординарные поступки, как Игорь Каляпин сегодня говорит, да, шоу. Вот. Но все-таки между ними, я подумал, есть огромная разница, потому что мы с вами видели Мосейчука под арестом в суде. А Кадырова под арестом в суде мы не видели и вряд ли, наверное, когда-нибудь увидим, и все-таки потому, что там Украина, а тут Россия. Ну, вот так вот получается. Между тем, я предлагаю сейчас связаться с нашим модератором Юрием Дилиншем. Пусть нам расскажет, о чем пишет народ, вообще, что там происходит. Сейчас, извиняюсь, заранее набрать не успел. Про Мосейчука пришла мысля. Сейчас свяжемся. Юрий, добрый вечер еще раз. Рад тебя снова слышать. Что у нас там происходит в чате? О чем народ пишет? Расскажи, пожалуйста. Ну, в чате у нас тут в основном с самого начала обсуждали визит Ильи Яшина в Грозный. Непонятно, там он поехал конкретно к Кадырову или он просто сделал визит туда. Но в любом случае он себя повел как бесстрашный человек, а в Чечне все-таки бесстрашие можно уважать. То есть уважают, насколько я знаю. Ну, я думаю, да, конечно. Если ты будешь бегать, прятаться, то тебя и собаки покусают, которые никогда в жизни не кусали, так говорят. Еще вот есть такая тема интересная для как раз чеченско-кадыровской, такой вопрос. По слухам, или даже не по слухам, а вообще так по логике вещей, создается впечатление, что все-таки народ чеченский Рамзана Кадырова все-таки уважает, что ли, потому что как же было раньше? Раньше эти чеченцы тысячами пропадали только за то, что он чеченец. А после вот этого вот союза Кадыров-Путин, вроде бы как чеченцы успокоились, и если чеченец и пропадает какой-нибудь, то уже только потому, что он там не любит, например, Кадырова, что-то против Кадырова имеет. Хорошо, тогда такой вопрос. И в конце концов несколько войн этих. Я понял твою мысль, но у меня вопрос тогда такой. Скажи, пожалуйста, а вот у вас в Латвии боятся Рамзана Кадырова или нет? Женя, ты знаешь, что я тебе скажу? Мне такое ощущение, что в Латвии у нас, если спросить у кого-то Рамзан Кадыров, то, наверное, никто, ну, если только из каких-нибудь там, честно говоря, я сижу довольно-таки плотно на этих интернет-порталах, которые новостные, здесь особо эту тему как-то не обсуждают. Ну, так в этом здесь и разница. Гораздо больше интересно, что вот то, что вот сейчас нам привезли очередную небольшую партию беженцев откуда-то там, непонятно, из Греции, вроде бы там они в Грецию непонятно как попали. И уже становится ясно, что эти люди здесь тоже не задержатся. Они здесь не хотят, они рванут куда-нибудь дальше, вот и все. Латвия неинтересна для всех этих. Ну хорошо, спасибо тебе за такое мнение. Я сейчас об этом у Игоря Каляпина спрошу. Да, Игорь, вообще, вот обобщая то, что сказал Юрий Дилинш, ведь многие так говорят, что вообще, да, это режим ручного управления в Чечне, но, в общем, управлять тем или иным, той или иной территорией надо с учетом ее традиций, и вот это вот управление в ручном режиме, оно может быть даже более эффективно именно для Чечни. Может быть, это действительно отчасти верное мнение, как вы считаете? Ну, мнение об учете национальных особенностей и традиций, безусловно, верное. А мнение об управлении в ручном режиме, безусловно, неверное. Ручное управление такой сложной системой, как регион, ну, невозможно просто. Ну, по-моему, это очевидно. Я сейчас не буду тут в теорию управления вдаваться, но по-моему, это совершенно очевидно. И если бы в Чечне существовала промышленность, экономика, то этим невозможно было бы управлять. И никто не стал бы, и не смог бы, и не справился бы с этим. Другое дело, что в Чечне ничего этого нет. Кадыров управляет силовиками. И команда Кадырова устраивает перманентно вот эти самые разные политические шоу. То есть это, собственно, все, чем они управляют. А больше-то ничего другого и нет. Люди в Чечне работают либо в
федеральных каких-то структурах, которые управляются там по своим ведомственным вертикалям, либо живут своим домашним хозяйством. Благо в Чечне плодородная земля, и там с огорода можно кормиться. То есть вот собственно, и все. А чем, извините, Кадыров управляет? А все остальное это просто дележка денег, которые республика получает от Российской Федерации. Опять же, я тут вот сейчас совершенно не хочу сказать, что там чеченцы паразитируют и так далее. Тут еще вопрос, какой регион больше паразитирует. Там и в Чечне, в конце концов, нефть добывают. И, в общем, не так уж и мало. Но это опять же делают, это к Кадырову не имеет никакого отношения, и к кадыровской власти. Да, это делает Роснефть, которая тем же самым занимается и в других регионах, где нефть есть. Еще раз говорю, то есть не нужно думать, что Кадыров управляет Чечней. Кадыров в Чечне управляет силовиками, опять же, МВД, вот этими кадыровцами так называемыми. И Кадыров в Чечне управляет вот неким политическим шоу со своим участием. Это шоумен. Это такой потешный управленец. Дорогие друзья, может быть, вы не согласны с тем, что сегодня звучит в нашей программе. У вас есть возможность поспорить, высказать свою точку зрения. Телефон в России 8 938 5207 072, skype Нога-ТВ. Пишите смс, звоните, все к вашим услугам. Про Украину поговорили. Возвращаясь к российским реалиям, в городе Воронеже есть железнодорожная станция «Придача». И там пассажиры, включая пожилых людей, ходят в платный туалет. Вот такая ситуация. Хотя минимум за 2 часа до отправления поезда при наличии у вас билета вас обязаны пустить в туалет на вокзале бесплатно. В России, во всяком случае. Ну вот в Воронеже многие пассажиры не знают и платят по 20 рублей. Сегодня телеканал «Нога» начинает международную акцию «Туалеты без границ». Вы увидели, что на вокзале берут деньги, снимайте и присылайте. Будем писать запросы в правоохранительные органы и добиваться законности. Итак, город Воронеж. Смотрим. Наша телесеть – это порталы. Ой, это не то. Виноват, дорогие друзья. Сейчас посмотрим про Воронеж. Менее 2 часов до отправления поезда. Слушайте, а прежде чем звонить куда-то, узнавать, нужно обратиться. Да, по билетам мы пускаем бесплатно. Вы тогда повесьте объявление. Если у вас билет за 2 часа... Туалет платный у нас написано. Нет, но за 2 часа, если поезд отправляется... У нас не вокзал, у нас станция. Станция, я все в РЖД узнал. Вы должны повесить объявление. А где у вас начальник вообще вашей станции? Как его разыскать? Где он находится? У вас должно быть объявление, зачем вы берете с людей деньги, незаконно. Я ни с кого ничего не беру. Ну не вы, станция. Где ваш начальник, скажите? Я сейчас пойду к нему. Идите, вот, на 3-м этаже. На 3-м этаже, хорошо. Приемная. Ну, у вас как бы пассажир за 20 рублей пользуется туалетом, правильно? Ну, но это незаконно. Это вопросы не ко мне, это туалет к начальнику вокзала. Есть дежурный по вокзалу, она сидит на 1-м этаже. Здравствуйте. А вот мне сказали дежурного по вокзалу искать. Где найти можно? Дежурный по вокзалу вхожу, а здесь есть помощник, где-то в зале ходит. Помощник дежурного по вокзалу ходит в зале, правильно? Да, там где-то. Хорошо. Сказали, помощник дежурного по вокзалу ходит в коридоре. Ничего, я лучше не поеду. Так, ну вот тут тоже видел, что никакого... Слушайте, вы помощника начальника по вокзалу здесь видели? Мы его даже не знаем. Ну вот мне сказали искать его идти в зале, я что-то хожу, никого нету.
Вся съемка здесь, значит, с разрешения начальника вокзала. Нет, я по закону имею право, я все это очень хорошо изучаю. Ну, я имею право отказаться по закону. Хорошо, согласен, я вас не снимаю. Но скажите, вы объявление повесите, что люди имеют право Я бесплатно? поговорю с арендаторами, скажу, передам ваши пожелания, потому что я не хозяин туалета, понимаете? Я согласен. Это снимают, согласен. это берут в аренду у нас определенная организация. Вот я вы... доведу до них ваши пожелания. Обязательно. И по возможности это, на мой взгляд, незаконно. Пусть повесит. Через неделю буду снова ехать. Я специально зайду, проверю. Передайте им. Хорошо, понятно. Большой привет. Обязательно. Спасибо большое. Будем работать. Итак, начальник станции придачи Николай Иванович Самофалов. Я надеюсь, что все-таки в течение недели турникет деформируют или хотя бы повесят объявление там о том, что пассажиры РЖД имеют право пользоваться туалетом бесплатно. Потому что там много пожилых людей, пенсионеров, сейчас на улице кризис у нас. Все-таки, мне кажется, вы действуете неверно. Помочь нам согласился Воронежский дом прав человека. Через неделю его сотрудники проверят, выполнит ли на станции придача наши пожелания. Если не выполнят, то будем пытаться решать вопрос через прокуратуру. У нас на связи Игорь Каляпин. Игорь, все-таки вот мне не дает покоя эта мысль нашего модератора Юрия. Люди в Чечне пережили страшную войну, и, может быть, они действительно считают, что Кадыров – это все-таки лучше, чем война. Вы вот об этом что думаете? Вот, понимаете, вот именно такая альтернатива и преподносится чеченскому обществу, по крайней мере, чеченцам, которые живут сейчас в Чеченской Республике. Вы не забывайте, что около 300 тысяч чеченцев сейчас проживают в эмиграции. И это наиболее образованная, наиболее политически активная часть чеченского общества, которая вынуждена была выехать из республики и проживает сейчас в основном в странах Европы. Чеченскому обществу объясняют именно так, что вот либо Кадыров, либо Третья Чеченская война, либо опять бомбы, танки, беспредел абсолютный, убийство, похищение и все такое прочее. То есть вот сейчас вас может убивать и похищать только Кадыров, а он это делает так очень точечно. Вот, ну, вот не надо вам на Кадырова, потому что бочку катить, не надо возмущаться ничем, что он делает. Вот какую бы он глупость ни делал, нужно просто улыбаться и говорить: да здравствует великий султан Рамзан Ахматович. Ну, а вот если вы не хотите, то вот, значит, вот, ну, вот альтернатива такая. Опять придут российские военные, все здесь разрушат, всех начнут грабить и убивать, как это действительно было, да, это правда, и чеченцы об этом прекрасно помнят и знают. На самом деле, конечно, такой альтернативы нет. На самом деле, конечно, снятие Кадырова совсем не означает начало какой-то там войны, да и, собственно, я ведь не говорю о том, что Кадырова нужно немедленно убрать и куда-то его там деть. Я просто не понимаю, почему Кадыров, который, безусловно, является... Алло, у нас звонок в эфир. Алло, я вас слушаю. Да. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Как зовут? Да, как вас зовут, скажите, пожалуйста. Откуда звоните? Откуда звоните? Да. Какой у вас вопрос, какой ваш комментарий к программе? Что вы вообще думаете вот о том, что сегодня обсуждаем? Я хотел вопрос задать пару вопросов перепылятели. А эфир уже закончился, понимаю? Эфир идет, пожалуйста, слушаем ваш вопрос. Да, пожалуйста, говорите, слушаем вопрос ваш. Да, ну, положил почему-то человек телефон. Видимо, не очень хорошая связь. Спасибо вам громадное за звонок. Я все-таки надеюсь, вы еще раз позвоните. Игорь, перед вами извиняюсь за то, что перебил. Да, я вас слушаю. Говорите, пожалуйста, извините. Так вот, я-то полагаю, что Кадыров является совершенно послушным
чиновником, и если бы ему позвонили из администрации президента и сказали, что Рамзан, ты не прав, вот в этом и этом вопросе, что не надо вот таких вещей говорить, то он бы взял под козырек, и ничего бы этого не было. Я не понимаю, что это за альтернатива такая, что вот либо Кадыров там беспредельничает и творит все, что хочет, и, извините, несет во всех эфирах все, что ему в голову взбредет, либо, значит, это обязательно Третья Чеченская война начнется. А нельзя Кадырова на место поставить? А нельзя Кадырова как-то заставить все-таки с российскими законами считаться? Он присягу давал защищать российскую конституцию и права человека. Это текст официальной присяги главы региона. А в чем дело-то? Почему Кадырова нельзя одернуть и поставить на место? Я вот этого не понимаю. Видимо, желания такого нет. Другого объяснения не существует. И это не только мой вопрос. Мне сотни людей такой же вопрос пишут в соцсетях. Что почему вы наезжаете на Кадырова, вы же прекрасно понимаете, что то, что он говорит, ему пишут в Кремле. Я не уверен, что ему это пишут в Кремле, честно говоря. Но я не сомневаюсь в том, что из Кремля его в любой момент могут отдернуть и заставить перестать говорить эти антизаконные совершенно глупости, экстремистские. Между тем, дорогие друзья, у нас на связи модератор нашего чата Юрий Диринч. Юр, что там в чате происходит? Что там вообще народ говорит про нашу программу? Нравится, не нравится? Нравится. Здравствуйте еще раз. Вот здесь Александр Сафронов, на мой взгляд, задает очень важный вопрос. Правда, он требует ответа, если задокументированы такие случаи. Так вот, вопрос: встречались ли пытки в Украине в ходе проведения АТО со стороны именно украинских военных, Нацгвардии или ополчения, именно украинских? Есть ли задокументированы такие случаи? Ну вот пока все, спасибо. Спасибо огромное. Да, что-то по этому поводу можете сказать, Игорь? Ну, еще раз говорю, у нашей организации таких задокументированных фактов нет, но я знаю, что такие факты документировали наши украинские коллеги. И, как я уже говорил, была даже реакция властей Украины. Они обещали все эти сообщения самым тщательным образом проверить. И независимо от того, кто там эти пытки применял из должностных лиц, военные это были, или это была какая-то администрация, или служба безопасности Украины, то есть украинские власти были намерены этих людей привлечь к ответственности. Еще раз говорю, я, к сожалению, не знаю, чем это кончилось, но вот такие заявления были. Ну, Рамзан сейчас находится в самом расцвете сил, когда надо, в общем... То есть вот он мне напоминает такой, знаете, авиалайнер, который взлетно-посадочную полосу прошел, уже взлетать надо, а взлетать некуда. Путин, по идее, мог бы его назначить каким-нибудь министром. Вот он нашего Ткачева из Краснодарского края назначил министром. Но тут проблема ментальности. Потому что Кадыров, в принципе, не будет подчиняться никому никому, кроме Путина. Значит, Кадыров может быть только вице-президентом. Тогда получается. Но это политический ход, который совершенно не выгоден Путину. То есть Путин на это не пойдет. Что делать Рамзану? По идее, он может захотеть стать главой не отдельного российского региона, а Чечни как самостоятельного государства. Ну, по идее, теоретически может, да? Но опять же, у него договоренности с Путиным, и опять, в общем, Путин на это не пойдет. Я извиняюсь. Алло, добрый вечер, алло. Алло. Да, как вас зовут? Илья Ахматов. Очень приятно. Откуда звоните? Из Грозного. Ильяс, правильно ваше имя, да, я понял? Илья Ахматов из Грозного. Да. Хотел бы задать вопрос Игорю Калятину. С удовольствием вас слушаю, задавайте, пожалуйста. Вот такой вопрос у меня. Если Игорь Калятин такой правильный человек, который защищает права российских граждан, почему его в прошлом году признали иностранным агентом? Это первый вопрос. И второй вопрос. За свою карьеру, так скажем,
или за всю деятельность Чеченской Республики. Сколько человек он защищал от произвола, так скажем, именно военных. То есть те люди, которые были или похищены, или, так скажем, без вести пропавшие, а их в Чечне около 5000. Вот скольких человек он нашел? Спасибо. Спасибо вам огромное. Да, значит, первый вопрос. Если вы такой хороший и правильный, ну почему вас признали иностранным агентом? Очень просто. Я на этот вопрос уже там много десятков раз отвечал. Дело в том, что наша организация, Комитет против пыток, привлекала иностранное финансирование. Я не вижу в этом ничего плохого. Мы это делали, делаем и будем делать. Это совершенно нормально для правозащитной организации. Ну и кроме того, вот наша публичная деятельность, да, вот как, например, вот это интервью, это передача, в которой я сейчас участвую, она с точки зрения Минюста является политической деятельностью. То есть любое... То есть меня тоже сейчас иностранным агентом признают, наверное. Ну, если вы получаете при этом иностранные деньги, то безусловно, да. Все именно так. Ну, я вообще сейчас никаких денег не получаю. Хорошо, и второй вопрос. Приходилось ли вам участвовать в делах, связанных с похищениями людей именно военными? Вот вы этим занимались или нет? И сколько раз, если такое было? Мы этим занимались. У нас было около 2 десятков дел, которые были нами начаты именно по... Да-да. Угу. И несколько человек военных нами даже было посажено на скамью подсудимых, скажем так. То есть было вынесено несколько приговоров в отношении военнослужащих федеральных войск. Ну и одного там не смогли посадить только потому, что его признали невменяемым. Угу. В Чечне воевал невменяемый российский контрактник. Да? То есть вот он там, пока он там стрелял и убивал, он вменяемый был. Как только на скамью подсудимых нужно было садиться, его признали невменяемым и, соответственно, отправили там на принудительное лечение. Вот такая история была. Возвращаясь к теме, которую я уже затронул, все-таки Рамзану Кадырову надо куда-то расти. В Москву нельзя, отдельная Чечня не получается. То есть, что ему делать при его политических амбициях? Куда ему расти дальше, по-вашему? Значит, я вам скажу свою точку зрения, которая основана на наблюдении за тем, как работает чеченская исполнительная власть и чем занимается Рамзан Кадыров. Еще раз. То есть Рамзан Кадыров – это талантливый шоумен в стиле милитари. То есть такой вот человек в камуфляже и с гранатой в кармане, который там объясняет, как нужно ваххабитов убивать, который там с рацией переговоры с какими-то террористами ведет. Но управленец из него, чиновник, на мой взгляд, никакой. То есть он даже не плохой, он просто никакой. Он не умеет это делать, он не знает, как это делать. То есть он герой кучи всяких пропагандистских роликов про вот такую эффективную полувоенную власть в Чечне. Кому такой шоумен нужен? Каким он может быть министром? Побойтесь Бога. Дело даже не в том, что он никому подчиняться, кроме Путина, не желает. Дело в том, что он не умеет ничего. Он и воевать-то, то есть я не знаю ни одной какой-то там операции, действительно такой успешной, где действительно были реальные противники, которые бы реально командовал Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров – это образ. Рамзан Кадыров – это герой некоего художественного произведения. Понимаете? Рамзан Кадыров – герой спектакля. Никаким реальным министром, никаким реальным вообще чиновником Рамзан Кадыров быть не может. Он для этого не нужен. Рамзан Кадыров нужен вот там, где он сейчас есть. Больше он ни на что
я не знаю, там, пролетел он взлетную полосу, не пролетел. Я думаю, что ему просто нужно, наверное, развернуться и еще раз над этой полосой летать, и еще, или там проезжать. Пусть он сам решает, там, с полосами и так далее. Но ни на что другое, кроме вот того, чем он занимается сейчас, Рамзан Кадыров не способен. Он изображает чеченскую власть. Вот он ее изображает, в этом его функция. У нас есть звонок в эфир. Алло, добрый вечер. Алло. Да, Алло. как вас зовут? Добрый вечер, это Муслим. Муслим, да, рад вас слышать. Откуда звоните? Алло, с Грозного звоню. Вы же, да. Слушаю вас. У меня вопрос, вот пару, даже Игорю Каляпину. Да. Вот в тот момент, когда наш народ полностью сплотился вокруг одного национального лидера, вокруг главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича, почему в тот момент все пытаются нас защитить? Вот я понять не могу. Когда на самом деле мы нуждались в помощи, когда мы на самом деле нуждались в защите своих прав, когда шла настоящая война, уничтожение народа, где были такие правозащитники? Я хочу у него спросить. Почему сейчас все вопросы к нашей милиции, когда мы довольны своим главой Рамзан Ахматович. То есть, я понял, у вас все хорошо. А скажите, вот у вас какая зарплата? Вот у вас лично? У меня зарплата, я не работаю в госслужбе. Не работаете? Да, а где работаете, если не секрет? Алло. Да, где работаете, если не секрет? Ну, своим бизнесом занимаюсь. Ну, у вас как, вот сколько зарабатываете в месяц? Ну, какое отношение имеет к моему вопросу? Да, интересно на самом деле. Вы говорите, все здорово, все хорошо, потому что я знаю в некоторых... Все хорошо. А кто может обратное доказать? Скажите мне. Хорошо. Какие факты? Но все хорошо, я вам опять же говорю. Народ доволен. Вот такие провокаторы, как... Это, Игорь, вы мне отвечаете сейчас? Нет, сейчас это Евгений отвечает. Я понял. Ну хорошо, давайте, без определений, провокатор или нет. Ваш вопрос. Вот давайте конкретный вопрос. Я не слышал, повторите, связь очень плохая. Я понял. Задавайте вопрос ваш, пожалуйста. Я комментарий услышал, что в Чечне все великолепно, хорошо, проблем нет, все довольны. Вопрос есть у вас какой-то? Великолепно, мы довольны. Чеченский народ доволен. Чеченский народ доволен. Сегодня в один народ вокруг своего главы Рамзана Ахматовича. И какие-то правозащитники пытаются именно сегодня защитить наши права, когда мы в этом не нуждаемся. Я понял. Нас защищают. Все, спасибо вам огромное. Вы меня слушаете? Я вас слушаю, да. Ну просто чтобы очень много времени программ не знать, ваше мнение понятно. Я вас благодарю за этот звонок. Мы ваше мнение учтем. Спасибо большое. Будем на связи. Такие люди, вы меня послушайте, такие я люди, вас слушаю. наоборот, подрывают сегодняшнюю ситуацию. Такие люди предатели. Да. Такие люди, продавшиеся. Хорошо, спасибо вам большое. Да, остальное понятно. Вот видите, Игорь, в общем, есть и такое мнение, что, оказывается, все здорово, и нарушения прав человека в Чечне нет. На ваш взгляд, в какой мере сегодня все-таки в Чечне присутствует нарушение прав человека? Вот на ваш профессиональный взгляд. Значит, Евгений, давайте я попытаюсь ответить на те вопросы, которые я услышал. Да, потому что есть и такое мнение, вот я понимаю. Значит, первый вопрос был, опять же, его часто задают, а где вы были, когда наш народ и так далее. Вот я в Чечню приехал в январе 1995 года. Да, и в то время, когда шел обстрел минутки из всех видов оружия, и ракетами, и артиллерией, и с воздуха, я сидел в подвале телефонной станции вместе с ополченцами Сачко и Мартана. Да, и я в таких вот ситуациях военных, откровенно военных, в Первую войну бывал неоднократно. И на чеченской территории, и в расположении российских войск, и в селах, и снимал и записывал очень много интервью. И было сделано очень много
сюжетов, которые были показаны, по крайней мере, в моем родном Нижнем Новгороде по телевидению, и были сделаны фильмы, которые до сих пор можно найти в интернете. Это что касается Первой войны. Вот вы лучше Рамзана Кадырова спросите, где он тогда был, а не меня. Что касается нарушений прав человека, значит, наш позвонивший сказал, что там все всем довольны. Я вот сразу хочу сказать, что мы работаем во всех регионах Чеченской Республики, в частности, как юристы, которые представляют в уголовном процессе, в уголовных процессах, точнее, интересы потерпевших. Если бы у нас не было граждан Чеченской Республики, которые к нам бы обращались за юридической помощью, мы просто, нам просто делать было нечего в Чечне. Каждый день наши юристы, которые вот и сейчас находятся в Чеченской Республике, идут в суды, идут в Следственный комитет, идут в МВД, идут в прокуратуру, да, и проводят расследование и пытаются добиться проведения эффективного расследования Республиканским следственным комитетом Чеченской Республики, официально участвуя в расследований по уголовным делам, по возбужденным по фактам похищения и убийств. Дела такие сейчас есть. В нашем производстве сейчас находится там 30, точнее не скажу, там 32, насколько я помню, уголовных дела, которые возбуждены по статьям 126 и 105 Уголовного кодекса, то есть похищение и убийство, которые пытается расследовать Следственный комитет Чеченской Республики, несколько дел, там Главное следственное управление. Есть конкретные потерпевшие, которые к нам обратились, интересы которых мы представляем. Если человеку, который вот звонил, наши услуги не нужны, как юристов, мы ему свои услуги и не навязываем. Мы представляем интересы тех чеченцев, у которых проблемы есть, и о которых звонивший, видимо, не знает. Мы работаем в интересах тех, кто к нам обращается. И до тех пор, пока люди в Чечне к нам обращаются, мы будем там работать. Никуда мы оттуда не денемся. Ну что ж, вот такая у нас сегодня достаточно живая программа получилась. Спасибо вам, Игорь, большое за этот интересный разговор. Желаю вам удачи, берегите себя. Я уверен, что, в общем, Бог даст, встретимся еще не раз. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, тоже хочу пару слов от себя, наверное, сказать. У нас такая программа свободная. Вот мне вообще непонятно противопоставление Чечни и России, да, потому что Кадыров – это внутренний голос русского народа. Вот так получается. Потому что наш народ хочет жестокости. Ага, я виноват. Есть еще один звонок у нас. Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Здравствуйте, как зовут вас? Да, алло, как зовут вас? Ибрагим, откуда звоните? Грозного, конечно, если Каляпин там да, ну вот Игорь уже попрощался с нами. Ваше мнение о программе, пожалуйста. Честно, программа-то хорошая. Насчет редакции я плохого ничего не могу сказать. А вот насчет вашего посетителя, он задал вот такой вопрос, что, мол, он не знает, где участвует Рамзан Ахматович там в каких-то операциях. Это, во-первых, он ставит под сомнение указ президента России о награждении Рамзана Ахматовича званием Героя России. Звание Героя дали именно за участие в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе. Во-вторых, я как сотрудник МВД могу, который уже работает в системе МВД лет 12, называть поименно тот же иностранные наемники, эмиры, которые были у нас. Это Абу Хаус, Абу Ясир, Абу Балид. Из так называемых чеченских боевиков могу также назвать Хайруллах, который взял на себя теракт 9 мая, который был в 2004 году. Мускиев Иса, который из своего села убил 70 человек из-за того, что они работают в каких-то разных
госучреждениях, муниципальных образованиях, разницы нет. Тот же Абдурзаков Джабраил, который даже убил 3-месячного ребенка, милиционеры. То есть они ночью разбойное нападение делали на дом сотрудника МВД. Сотрудник сам дома не был, но умудрились, ставьте себе, убить 3-месячного ребенка. Ибрагим, вам спасибо громадное за эту информацию. Я очень рад, что вы позвонили. Это интересно. Но у меня вопрос к вам. Вот вы сотрудник МВД, правильно? Вы сотрудник полиции. Скажите, пожалуйста, насколько законно то, что глава региона размещает в Инстаграме в своем видео, где один из лидеров политической партии представлен в прицеле снайперской винтовки? Скажите, как сотрудник МВД, это законно или нет? Да. Вот Рамзан Кадыров разместил... Слушайте, во-первых, я вам честно скажу, во-первых, я как военный разбираюсь в оптических прицелах. Это не оптический прицел, это перископ. Хорошо, когда он говорит, что внесистемная оппозиция – это враги народа, насколько это законно, по-вашему? Вот скажите, мне ваше мнение интересно. Мы в свое время от таких несистемных, так скажем, в кавычках, оппозиций, то есть тех людей, которые якобы представляют оппозицию, мы настрадали. 2 войны, полностью разрушенный город, полностью разрушенная экономика республики. Несистемная оппозиция. Так российская армия ее разрушала. Разве правозащитники, Ибрагим? Разрушала российская армия, ведь все об этом знают. А вы думаете, что мы чеченцев не защищали? 1560 человек из одной МВД погибли, мои коллеги. Так при чем тут правозащитники тогда? А зачем они суются теперь, когда Чечня мир, когда республика процветает? А где они были, когда мы действительно нуждались в их местах? Я вашу позицию понял. Ибрагим, хорошо, тогда такой вопрос. Когда глава региона, неважно какой, угрожает журналистам телеканала «Дождь» и «Эхо Москвы», это законно или нет, по-вашему? Я не расслышал. Когда глава какого-либо региона угрожает журналистам, это законно или нет? Нормально ли это? Вот, вы мне, пожалуйста, уточните, где он кому угрожал? Если вы имеете в виду, что Рамзан Ахматович сказал, что участники, как вы сами сказали, несистемной оппозиции, они враги народа, то он, как гражданин России даже, он имеет право на свою мнение. Я тоже, как гражданин великой России, говорю вам, вот те люди... простите, да, когда исходит это от государственного чиновника, когда изображается собака, когда вот это вот Тарзана там постят в интернет, когда говорят о том, что будут какие-то проблемы у журналистов телеканала «Дождь», на мой взгляд, это ненормально. На мой взгляд, такого не должно быть. И руководство республики не может допускать такого. Разве я не прав? Это ваше мнение, я не говорю, что вы не имеете права на ваше мнение. И вы тоже имеете. Хорошо, Ибрагим, в Чечне есть недовольные? Скажите мне, вот как житель республики, есть в Чечне те, кто недоволен? Смотрите, вот каждый в семье даже, не будем в целом взять даже народ. Вот возьмем семью из 4 человек. Вот скажите, пожалуйста, они все бывают довольны? То, что происходит внутри семьи. Когда есть недовольные люди, это нормально. Он больше там внимание обращает на старшего там. Согласен, я согласен. Но ведь ненормально, когда недовольного человека находят и заставляют его бежать в трусах по беговой дорожке. Разве это хорошо, разве это правильно, на ваш взгляд? Вот именно этот факт, вот у нас в Чечне это тоже, так скажем, об этом все знают. Никто, ни один человек не знает, где это было, кто это сделал. И этот парень там выкладывает новые видеоролики. Вот он ходит там по городу Грозного, там говорит: ребята, оставьте меня в покое. Вот у нас, честно говоря, в народе есть, если ты вот мужчине сказать, что сделаешь плохое с ним, так скажем, в кавычках, человека, по-моему, просто элементарно запугали, на человека надавили вообще. А кто? Вот смотри, я думаю, что это сделал, допустим, Каляпин, чтобы компрометировать, можно... Ибрагим, что у вас получается? У вас и правозащитники, и Грозный бомбили, и Каляпин человека в трусах раздевал. Я не согласен с вами. Какие правозащитники?
у кого они защитили права, где они были. Вот почему он не защищает, господин Каляпин, права чеченцев, которые там повесили на севере, по-моему, в тюрьме. Почему он об этом не говорит? Почему он не защищает права Заура Дадаева, которого в центре Грозного убили, можно сказать, как лихие 90-е? Но он защищал права Ислама Умар Пашаева, который тоже подвергся пыткам. Этот господин Каляпин, во-первых, чтобы отрабатывать западные там деньги. Ну, мы это слышали уже много раз, нормально. Хорошо. Тогда у меня вопрос. Хорошо. Если он отрабатывает западные деньги, почему Россия не выделяет средства на то, чтобы люди могли защищать права других людей? Россия же не платит за это. Почему Россия этим не занимается? Какие вопросы? Я сам 28 тысяч получаю. Ибрагим, я рад вашему звонку. Мне было интересно с вами пообщаться. Это очень здорово, что мы поговорили откровенно, что в нашей России есть еще возможность вот так откровенно разговаривать и задавать друг другу вопросы. Спасибо большое. Удачи вам. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие вот неожиданные вещи случаются. Я все-таки хочу закончить свою программу тем, что на самом деле вот в России под таким тонким, что ли, налетом цивилизованности как-то неудобно обычно, да, свои тайные желания озвучивать. Так вот, Рамзан Кадыров, на мой взгляд, это как раз такое коллективное бессознательное русского народа, которое, в общем, никого не стесняется и предлагает нам сейчас то, о чем втайне мечтает российское большинство. Увы. То есть Кадыров это мы сами, только по-честному. Вот такой невеселый вывод у меня из этой программы. Спасибо тем, кто смотрел. Извиняюсь, если что-то было не так. Следующий эфир у нас в воскресенье в 21:00. Я всех благодарю. В общем, всем пока.